Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Вы не ждете, но это точно с вами случится. Какие неожиданные события вам по судьбе. И если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие любимые, я хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне оказываете. В своих комментариях, в лайках под видео. Это очень приятно. Всем вам земной поклон. Итак, пожалуйста, настраивайтесь, загадайте на себя, задайте вопрос от своего имени. Так и спросите, чего я не жду, но что со мной точно случится. Также вы можете загадать свой срок. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Так, пусть высшие силы будет моими руками, откроют то, что сейчас скрыто, и то, о чем нужно услышать и узнать. Ничего себе. Действительно не ждете, для кого-то это даже будет нечто вот очевидное, невероятное. Здесь у вас кто-то очень сильно влюбится и забудется. Я вижу рядом с вами человека, который буквально вас вот дергает за руку и предлагает всего себя, всю себя, если смотрит меня мужчина, сердце, душу и то, что имеет в придачу. Да, в вас кто-то влюбится именно в тот срок, который вы загадали. При этом вы ничего для этого не делаете, вы живете своей нормальной жизнью. Вот как ничего не предвещало, и тут на тебе такое, да, человек в вас влюбился. В женщину влюбится мужчина, а в мужчину влюбится женщина. И этот человек будет вас добиваться, понимаете, ухаживать, ходить за вами хвостиком, всячески уделять вам внимание, просить вас о шансе, о возможности. Вот посмотри, какой я хороший, да я буду тебя любить, да, ты у меня будешь самый любимый. Вот человек буквально вот говорит, бегает, да, человек за вами будет бегать. Для кого-то это прям такой сюрприз, и от этого даже голова разболится, особенно если вы женаты, либо замужем. Да, ну зачем вам это счастье, как этот поклонник, поклонница, что с этим делать, да, как перед своим партнером оправдаться. Но для кого-то это будет нечто приятное, да, потому что человек в вас влюбился, очень красиво за вами будет ухаживать. Да, мужчины, женщины тоже могут влюбляться и ухаживать за мужчинами. Это нормально. Все бывает. И так, и в одну сторону бывает, и в другую сторону бывает. Но какие-то горячие ощущения вам 100% обеспечены. Вот поверьте мне на слово. Большая неожиданность, ничего не предвещала, и вот такое с вами приключилось. Да? В вас влюбятся, вот влюбится человек в вас. И делай с этим, что хочешь. Девушки, мужчины, мои хорошие, неважно, сколько вам лет. Еще раз говорю, вы можете быть в браке, вы можете быть замужем. Любовь на это не смотрит, да? Сердцу не прикажешь. Я вижу, что человек влюбится по-настоящему. Влюбится и будет за вами ходить хвостиком, бегать за вами хвостиком. Хотите вы этого, не хотите, но это как данность, да? Именно влюбится и будет вас добиваться. Этого человека ничего не испугает. Ни время, ни возраст, ни ваше как положение семейное. Вообще ничего не испугает. Даже если у вас 10 детей, и вы их одна растите, человеку будет все равно. Да? Он полюбит вас, он полюбит ваших детей, он с удовольствием будет участвовать в жизни ваших детей. Вот как-то так идет.
Мужчины, неважно, какое у вас прошлое, либо настоящее, что у вас есть, чего у вас нет. Вот женщина влюбится, ей будет все равно, кто вы, что у вас было, что сейчас есть. Вот вы ей нужен будете, понимаете? Вот так идет. Событие, конечно, очень яркое, и от этого события действительно голова будет кружиться. У кого-то еще и болит, да, особенно если вы проживаете в счастливом браке. Ну, ревность, сами понимаете, да, невозможно объяснить человеку, что вы в браке, что вы любите своего мужа либо жену. Человек ничего не слышит, глух. Он предлагает себя, он предлагает свое сердце, либо она предлагает себя и сердце. Лодку, видите, вам лодку будут предлагать. То есть я для тебя все сделаю, давай поплывем вместе, давай жизнь на двоих разделим. Все, что есть, я тебе отдам. И человек прям вам ручку нацеловывает, прям не выпускает вас из своих рук. Еще звездочку вам обещают. Но звездочка — это что-то хорошее, как мечту вашу исполнить, как желание. Так что, мои хорошие, готовьтесь, в вас явно кто-то влюбится. Мужчины и женщины, еще раз говорю, одинаково идет предсказание. Так, еще вы не ждете завершения какого-то бедственного положения. Не ждете, что точка будет поставлена, не ждете, что сможете нормально жить, ни на что, ни на кого не оглядываться. Сейчас у вас какие-то проблемы, и вы буквально в этих проблемах закопались. Либо как в болоте, ну вот погрязли, да, в болоте не можете выбраться. Проблем много, либо текущее положение дел очень плачевное. И выбраться не можете, ничего предпринять не можете. И кажется, что нет этому конца и края. Либо как погибель, да, так и дальше будет продолжаться до самых последних дней. Но будет поставлена точка. Вас из этого болота, либо из этой ситуации вот какой-то человек буквально за две руки вытащит. Кстати, человек знающий, умный, должность у этого человека, либо какой-то определенный статус жизни. Непростой человек. Нет, непростой. Это не друзья, это не соседи, это не родственники, это человек с хорошей работой, либо как должностное лицо. Вот прям за две руки вас так тык и вытащит из этого болота. Будет точка поставлена. Не могу сказать, что подтолкнет этого человека помогать вам, но помощь вам будет оказана. И то плохое, с чем вы сейчас столкнулись, оно очень резко оборвется и закончится. Хорошее событие, очень хорошее. Жизнь ведь продолжается. Думали, что все, конец. На самом деле это только лишь начало, да, начало вашей новой жизни. Буквально там, сегодня, завтра, послезавтра, да, это случится. Так, с левой стороны рот закрыт, буквально зашит. Чей-то рот. Грязный рот еще, вот знаете, грязный. Скорее всего, человек либо скандальный, либо злословный, либо и то, и другое, да, может, еще сплетни распускает. Грязный рот будет зашит. Вот как нитками зашили, да, больше не откроется. Не могу сказать более подробно, но вот показали именно конкретно зашитый рот. Грязный зашитый рот. Вот, может, кто-то зашьет, да. Может, этот человек вас беспокоил, либо вы были жертвой этого человека, да, человек постоянно там на вас кричал, либо чем-то вам грозил, либо сплетни про вас распускал. Ну, как зашьется. Зашьется и все. Дальше неожиданно буква «Н», знак вопроса. Человек, наверное, на букву «Н», зовут на букву «Н» человека. Вы ничего про этого человека не знаете, либо мало что знаете. Неожиданно вы встретите того, либо человек сам к вам придет, кто все знает, кто все вам расскажет. Вот прямо от первой до последней буквы вам все будет сказано и рассказано. Очень много информации про человека на букву «Н». Все узнаете. Вот по косточкам разберете, заново соберете этого человека. Вот все узнаете. Очень много неожиданного откроется. То, о чем вы не думали, либо то, чего вы не предполагали. Да, по поводу человека на букву «Н».
Дальше смотрите, какой здесь прекрасный журавль. Видите, вот он журавль, вот они его крылья. Журавль летит с левой стороны. Ну, журавлями обычно показывают счастье, радость показывают, рождение деток, беременность показывают. И также показывают суженых. Суженый, да? Тот, кого вы любите, либо тот, кого вы полюбите. Журавль летит в вашу сторону. Летит, понимаете? И здесь в центре, да, очень важное судьбоносное событие, которое буквально ворвется в вашу жизнь. Ждать вы этого не будете. Либо наоборот, вы будете как-то категорично настроены, что чего-чего этого точно не случится. Да? Люди, которые, допустим, хотят деток и усиленно над этим работают, журавль вам явно деточку принесет. Да? Это известие о том, что вы беременны, там, сделаете тест, поймете, что вы беременны. Либо добрые вести о том, что кто-то удачно разрешился от беременности. Девушки, которые вот определенного мужчину ждут. Вот вы его любите, вы его ждете, вы надеетесь, что вот он появится, либо он когда-нибудь там приедет. Может быть, это вообще отношения в треугольнике. Этот мужчина для вас как журавль в небе, до которого невозможно дотянуться, да, есть помехи. Журавль летит к вам. И здесь явно вы очень обрадуетесь, и тут счастью не будет ни конца, ни предела. Какое-то уникальное событие. Вот почему не ждете, не знаю, может быть, вы разочарованы, может быть, вы уже боитесь во что-то хорошее верить. Но журавль летит. Вот он, видите, какой красивый журавль. Точно показали журавля, и это в центре находится. Дальше семерка. Вы семерку у кого-то из рук вырываете. Не могу сказать у кого, но у кого-то большого и сильного. Семерка – это знак успеха, это знак победы, это знак достижения. Вы прям из рук вырываете. Откуда-то силы к вам придут, либо такое, знаете, стойкое желание появится, что вот не отдам свою победу, да, не отдам свое везение, не отдам свой счастливый случай. И вы прям схватите и вырвете у кого-то эту семерку из рук. Ой, сами от себя будете в шоке. Вот чего-чего, этого вы от себя точно не ждете. Но вы на это пойдете, в эту семерку прям, знаете, говорят, урвала, да. Вот приблизительно так вы про себя и скажете. Семерка, да, знак успеха, знак достижения. Может быть, на работе, да, может быть, в бизнесе, может быть, в принципе, по жизни, да. Вы эту семерочку прям вырываете, потому что надоело быть последней, надоело всем уступать, всем подчиняться, перед всеми голову склонять. Надоело неудачникам либо неудачницей ходить. Да? Скорее всего, вот что-то вас к этому подведет, либо как какая-то мотивация, да, вот через все тело пройдет, и вы такая, не отдам. И за эту семерку хватаетесь и ее вырываете. Откуда силы, откуда силы? Вот мне вас показывают очень таким нежным человеком, нежным, спокойным, уравновешенным, человеком, который против конфликтов, человеком, который против физического применения силы. А тут вы прям вырвете эту семерку. С чем я вас и поздравляю. Да? Какие времена, такие действия. Если люди обнаглели и хотят вас последнего лишить, почему вы должны быть терпилой? Семерочку вы себе обретете. Хороший знак. Так, еще показывают, что вы на самолете полетите. У кого-то в прямом смысле слова полет на самолете, да, вот какой-то незапланированный, вот как возможность появится, либо, может, с кем-то полетите, либо кому-то полетите. И также самолет означает исполнение мечты, исполнение желания. Но вас прямо на самолете сверху показали. То есть, если исполнится, так исполнится. Вот самое заветное, самое вот прекрасное, самое нереальное, воздушное, да, что-то исполнится. А если это будет полет, то летите вы в правильную сторону, потому что у вас самолет слева направо летит. Хороший знак. Пройдет хорошо полет, и это было правильное, либо будет правильное решение, да, вам лететь. К чему-то хорошему летите, не к плохому. Дальше показываю человека на букву О. Этот человек для вас раскроется с очень неожиданной стороны.
Возможно, это человек новый, возможно, этого человека вы уже давно знаете, да, давно знаете, как облупленного, облупленную знаете, это может быть и мужчина, и женщина, но человек раскроется так, что вы обалдеете. Окажется, что это человек либо на что-то способен, либо в чем-то у человека талант, да, может, какие-то особенности, уникальные способности. В общем, руки немножко будут трястись у вас, когда вы это все увидите, поймете. Я вижу, что между вами очень многое поменяется в лучшую сторону. Между вами и человеком на букву О. Кстати, возможно, в этом человеке вы найдете и поддержку, и ответы на ваши вопросы, и даже какие-то уникальные знания переймете от этого человека. Еще раз говорю, это либо мужчина, либо женщина. Имя, скорее всего, ну, либо фамилия на букву О. Может, прозвище на букву О. Так, у кого-то из моих дорогих зрителей прям пальма вырастет. Пальма, не знаю, садили вы ее, не садили. Может быть, вы садили цветочек, а вырастет целая пальма. Нечто удивительное, сногсшибательное и как ничего не предвещало, да? Сначала вы почему-то как-то испугаетесь, либо будете раздосадованы, да, что вот как так, откуда пальма, что мне с пальмой делать? А я вам так скажу, собирайте кокосы, да, либо финики, там какие кокосовые пальмы бывают, финиковые пальмы бывают, да? Не переживайте, вы сами не замечая, либо не отдавая себе отчет, что-то сделали уникальное, да, вот уникальное, инноваторское, креативное, то, что другим и не снилось. Вот благодаря тому, что вы вырастили эту пальму, я вижу, что какие-то люди вас готовы будут на руках носить. Может быть, это как-то связано с вашей работой, либо с вашим бизнесом, либо с вашим творчеством, да, ну вот пальма, прям целая пальма. Эту пальму отовсюду видно, и вот какие-то люди готовы вас ради этой пальмы, либо во имя этой пальмы носить на руках. Кстати, пальма – это сильный знак. Кому пальма выходит, тот здоровый, тот счастливый, тот успешный будет. Вам прям огромная вышла, и вы ее вырастили буквально своими руками. И еще. Но здесь как общая информация, да, это не конкретно вам, мой дорогой зритель, тут скорее вам и тем, кто рядом с вами. Многообещающие новости, я назову это так. Новости, которые очень много поменяют, особенно в настроении, в состоянии людей, и вас, и тех, кто вас окружают. Новости придут. Если вы загадывали срок, то чуть позже, чем загаданный срок. Вообще мне идет, что под конец года. Вот под конец этого года, когда вы смотрите эту отсыпку, придут новости, которые прям в сердцах людей надежду зажигают. Что-то вот теплое, доброе. И облегчение идет. Да? Надежда горит в сердце, и облегчение. Головную боль снимают, стресс снимают, с собой забирают. Вот как-то так мне идет. Может быть, это связано с законами, правительством. Что-то в глобальном масштабе, да, не для одного человека, а для группы людей, либо для общества людей. Да? Ну вот как птица такая мощная прилетит. И птица – это как казенная птица, да? Законы, правила, распоряжения правительства, власть имущие люди, да, что-то для обычных граждан делают. Ну вот хорошие новости придут. Все возрадуются. И у вас в сердце огонь загорится надежды. И голова меньше болеть будет, и меньше переживать будете. Вот как-то так. Надежда. И, кстати, я сейчас тоже вам скажу, надежда это оправдается. Это как обещание. Будет дано обещание людям, народу, и это обещание, оно будет исполнено. То есть все, что обещали, то и сделают. И вот мне идет, что конец года. Конец этого года. Либо года, когда вы будете смотреть эту отсыпку. Именно так показали. Что-то очень-очень хорошее, что-то для людей именно, для людей. Дальше вы не верите и не ждете,
что проблемы закончатся, либо неудачи закончатся. Может быть, это какая-то череда испытаний, которые вы просто вынуждены проходить, вот деваться вам некуда. Каждый день у вас жизнь, судьба, высшие силы испытывают на прочность. Вы, конечно, очень устали, даже сказала, задолбались, но деваться некуда, да, надо жить, надо справляться. Нужно шаг за шагом идти вперед. И вам кажется, что это уже какая-то бесконечность, обреченность, какая-то зацикленность, из которой невозможно вырваться. Но вашим испытаниям либо проблемам конец. Конец, причем в чистом настоящем виде. Вас олень выносит из этого круга испытаний. Олень — это очень крутой знак. И, кстати, я очень часто за последнее время стала видеть оленей, особенно вот в кофейной гуще. Вот что не чашка, то и олень выходит. Олень — это знак возрождения, это знак новой жизни, знак перемен, но перемен, которые вот в глобальном масштабе происходят с человеком, в судьбе человека, вот так скажем. Олень вас выносит из этого круга испытаний, из этой цепочки испытаний. Время пришло не выживать, а жить. Время пришло наконец-таки возродиться к новой жизни, той жизни, которой вы еще не жили. Прям уносит. И несет он вас слева направо. Это тоже очень хороший знак, что эти перемены качественные, качественные для вас. Так, дальше. Большая птица, ночная. Как будто бы над людьми больше не летает. Но тут люди как 3 человека, 4-3 человека. Может быть, это вы и ваша семья, может быть, вы и ваши друзья. Ночная птица — это про страхи, это про незнание, недостаточной информации, про запугивание, про угрозы. Может быть, кто-то угрожал, да? Может быть, вы кого-то боялись. Эта птица перестанет летать, потому что солнце взойдет. Ночные птицы не летают, когда солнце светит, да? В дневное время они спят. Солнце — это светило, это спасение, это благая весть, это защита. Вот вы дождались, вы дождетесь, да, что эта птица, она улетит и больше к вам не вернется, больше пугать вас не будет. Не будет. Кем бы ни была эта птица, какой-то конкретный человек, либо, в принципе, обстановка, атмосфера вокруг вас. Этого больше не будет. Улетит. Солнце взойдет, птица улетит. Улетит и больше не вернется. Еще, мои хорошие, вы не ждете, что вы с каким-то человеком восстановите свои отношения. Это кажется невозможным. Вы очень обижены на этого человека. У вас масса претензий к этому человеку. Вы даже, возможно, хотите даже отомстить этому человеку. Да? Есть такие мысли. Вот я тебе сделаю, вот я тебе покажу. Да, попадись ты мне. Но у судьбы другие планы. И знаете, я вижу вас с этим человеком рука об руку. Рука об руку вы идете туда, где рассвет начинается. Мало того, что помиритесь, так у вас еще и отношения на новый уровень выйдут. Рассвет — это новая жизнь, это жизнь по-новому, понимаете? Вот что я вижу. С кем вы поругались? Кто-то поругался с мужчиной, кто-то с женщиной, кто-то с ребенком, кто-то с подругой, с родителями могли поругаться. Это не важно. Важно, что вы рука об руку идете к рассвету. Рассвет, да, новая жизнь, новый уровень отношений — это то, что вас ждет. У меня уже даже свеча потухла. Надо заканчивать. Так, еще я вижу вас. Зубы у вас растут. Зубы. Зубы вообще они про силу. Кто-то скажет волосы, а я скажу нет. Вся сила в зубах. Если у человека есть зубы, он очень сильный. И если с зубами проблема, то человек слабым становится. У вас как зубы растут, как новые, что ли, растут. Может быть, полечить зубы, да, если у вас с этим есть проблема. Может быть, вставить зубы, если есть с этим проблема. И также, если мы говорим в эзотерическом смысле, то это обретение силы. Вот силу обретете, зубы вырастут. Станете очень сильным человеком.
вас и уважать, и бояться будут. Ну, уважать вас будут хорошие люди, а бояться вас будут плохие люди. Как бы все логично. С правой стороны этот символ. Или если с зубами проблема, то вы проблему эту решите. Даже если вы сейчас мне в комментариях там накидаете, что лучше, как легче в космос слетать, чем зубы полечить, я вам скажу, что я вижу именно в отсыпке это. Значит, это будет. И если вы пришли на эту отсыпку, вы ее смотрите, значит, эта информация для вас. Случайностей не бывает. Все случайности не случайны. Ангелы знают, куда привести человека для того, чтобы открыть ему будущее. В этом и есть смысл онлайн-гаданий. Зубы. У вас зарастут зубы. В прямом смысле слова. Вот показали. Так, мои хорошие. Свеча потухла. Сеанс закончен. Берегите, пожалуйста, себя. Ничего не бойтесь. Вы прорветесь, вырветесь. Я вижу, что вам очень тяжело, что очень тяжелая обстановка и в жизни у вас, и вокруг вас. И враги беснуются, и проблемы выше крыши, да, по уши прям погрязли в этих проблемах. Вы не ждете спасения, но спасение уже идет к вам. Вот этот вот аист, который здесь показан, и вот этот олень, который вас на себе выносит, они все сказали, они все показали. Ждите рассвета, ждите возрождения, ждите перемен к лучшему. Вы не ждете, но перемены к лучшему уже на пути к вам. Помяните мое слово. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.